Рим – вечный город. Пожалуй, нет ни одного места на Земле, где так тесно история уживалась бы с современностью. Архитектура Древнего Рима, основанного еще в 8 веке до нашей эры Ромулом и Ремом, получила свое развитие, совершенствовалась на протяжении последующих веков. И потому здесь обычное явление, когда на сохранившийся еще со времен Юлия Цезаря фундамент здания в средние века достраивают новые этажи, а в наше время строительство завершается. А современное искусство для итальянцев начинается с 17-18 веков. Впрочем, неважно, когда оно начинается, главное, чтобы было настоящим. Таким, как представляют его юные артисты из Ингушетии. Сегодня их приглашает Италия. До этого была Испания, Франция, Греция. Им аплодирует Европа, покоренная талантом юных исполнителей. А они черпают вдохновение, узнавая мир. И с удивлением замечают, как оказывается много общего в облике вечного города и их родного края. Архитектурные ансамбли Древнего Рима порой так напоминают удивительные рукотворные сооружения, средневековые ингушские башни, которые по праву относят к чудесам света. Цвет этих козей похож на цвет наших башен. Камни тоже самые похожи на те же камни, из которых делают наши башни. И сегодня, когда мы ходили по Риму, смотрели уникальные памятники культуры, конечно, я через все это видел башни. Я прежде всего видел наши уникальные памятники, и потом уже видел Италию. Так случилось, что увидеть Италию в дни фестиваля захотел не только президент Ингушетии. Официальный визит американского президента Джорджа Буша совпал с днями молодой российской культуры в Италии. И по этому случаю были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В небе над Римом баражировали вертолеты, а все улицы по пути следования Джорджа Буша перекрыла полиция. Центр города, где движение и так затруднено, стал для автомобилистов практически недоступен, и они не жалели крепких, непереводимых на русский язык выражений. К сожалению, визит президента США стал косвенной причиной того, что глава итальянского государства Сильвио Берлускони не смог прийти на концерт ингушского коллектива в российское посольство, хотя и дал согласие. Берлускони в этот день принимал у себя на вилле Джорджа Буша. Было это 12 июня, в День России. В этот праздничный день на вилле Абамелик, официальной резиденции российского посла, состоялся торжественный прием в честь праздника российского государства. Вилла, расположенная на территории в 30 гектаров, эта площадь превышает размеры Ватикана. Носит имя своего последнего владельца, русского князя Семена Абамелик-Лазарева. Прежде недоступная для посещения, теперь резиденция российского посла известна всему Риму. Здесь проводятся различные мероприятия, концерты, выставки, приемы на самом высоком уровне. На этот раз были приглашены главы дипломатических миссий различных стран, члены итальянского правительства, депутаты парламента, известные общественные деятели, представители аристократических семей и русской миграции. Тепло встречали здесь и президента Ингушетии Мурата Зязикова. Ну а появление на вилле детей в таких живописных, невиданных для большинства собравшихся нарядах стало для гостей полной неожиданностью и, как оказалось, приятным сюрпризом. А юные артисты, преодолевая волнение, все же первое выступление на итальянской земле и перед такой высокопоставленной аудиторией готовились к выходу. Такого самобытного творчества здесь никто еще не видел. И по такому случаю на зеленой лужайке российского посольства специально соорудили сцену для молодых ингушских танцоров. И покорение Рима началось.
бесподобно, словами не передать, какие эмоции испытываешь, когда видишь эту страсть, женственность, красоту. Председатель итальянского сената обещал рассказать своим высокопоставленным коллегам и друзьям о том, что видел собственными глазами. Жаль, что Берлускони не пришел. Это искусство достойно того, чтобы в следующий раз я привел с собой всех членов нашего правительства и парламента. Мне очень приятно, что все это происходит под небом Рима в атмосфере, напоенной спокойствием, миром и дружелюбием. Потомок царской семьи Романовых Николай Романов пришел на праздник в посольство с женой и двумя внучками. Для них встреча с гостями из Ингушетии стала незабываемой. Глава царского рода безошибочно определил. Видите, я как только вас всех увидел там, я сразу понял, это Кавказ. Только не понимал, с какой стороны. Ведь Кавказ, там сколько наций и народов, значит. 5-6 с этой стороны, с другой стороны 3 или 4 более крупных. Теперь вы знаете, что это Ингушетия. Вот. Я знаю, что есть Ингушетия, это я всегда знал. Я рад был вас видеть и рад видеть так удовольствие, кто дал всем иностранцам, видеть, как можно представлять искусство России и всех стран, которые в прошлом и в будущем, и направо, и налево связаны с Россией. Меня зовут Николай Романов. Спасибо большое. Это культура, которая в России, которая составлена из сколько наций? Ведь мы русские все. Если вся культура Ингушетии, как то, что вы мне сейчас показали, тогда надо, по-моему, переселиться в Ингушетию. А Ингушетия всегда готова принять всех желающих обосноваться на этой щедрой и гостеприимной земле. Так что, Николай Романович, добро пожаловать. И танец специально для вас юный джигит подготовил. И не беда, что от избытка чувств царицу Тамару вы назвали королевой. Я думал, что вы были королева Тамара. Главное, что Республика Ингушетия достойна царствующей фамилии. Ну, очень красивый. Все очень красиво. Я считаю, что это выступление, оно стало таким, я бы сказал, бриллиантиком нашего сегодняшнего приема, потому что государственный прием – это главное мероприятие в году, которое проводит посольство. Все остались просто поражены красотой выступления, главное, азартом выступления ребят. И уже появились желающие их привезти в Италию вновь. И я думаю, это хорошо. Это хорошо, и это свидетельство о том, как развивается наша страна, насколько мы разные, одновременно единые. В этом наша сила. Это еще раз узнают нас, еще раз узнают об Ингушетии, еще раз скажут о том, что это самобытный, уникальный народ. Устали? Нет. Еще хотим. Еще пойдете танцевать? Даже если они устанут, то в этом не признаются никогда, потому что такой у юных представителей этого народа характер, который воспитывается с детства. Уходящие вглубь веков и бережно передающиеся из поколения в поколение традиции, самобытная культура и обычаи – все это они воплотили в своем искусстве. Свадебный танец, к нему готовится особо. Невеста немногословна, но есть средства, которые действуют безотказно, и, я думаю, не только на Кавказе. Чтобы она разговаривала, ей надо дать деньги. Да. Вот иной раз молчит, пока деньги не дадут. А потом так разговорится и успокаивается. Так, согласно обычаю, женихи завоевывают невест, при этом красть их совсем не обязательно. Проще подарить платье, украшенное вот такими золотыми монетами. И тогда девичье сердце растает совсем. Не возражал бы против таких подарков и итальянская невеста. Встреча двух очаровательных девушек произошла в самом центре Рима, на площади перед Колизеем. Они нашли общий язык, несмотря на то, что живут в разных странах. Позавидовала на твоем платье или нет? Она? Да. Не знаю, но у нее тоже было очень красивое платье. У нее же национальное свое, а у меня свое. Наверное, понравилось, да. Мне лично понравилось ее платье.
И очень приятно было с ней общаться. Ну, я не вижу ничего плохого в том, что была у меня одна невеста, а здесь встретил еще одну, хотя бы на эти несколько минут. Ну а если серьезно, то хочу пожелать прекрасной девушке из Ингушетии счастья и хорошего жениха. Они еще не знают, эти итальянцы, какие женихи бывают на Кавказе. Я отобрал этот кинжал у гладиатора, потому что ингушский воин сильнее их. Отваги и бесстрашия им не занимать, и они готовы скрестить свое оружие с самими римскими гладиаторами. А те, в свою очередь, внимательно присматриваются к неожиданным гостям, с которыми, впрочем, уже успели подружиться. Вот эти вот гладиаторы произвели на вас впечатление? Да. Историческое время напомнило. А ингушские джигиты вам больше нравятся? Больше, намного больше. Костюмы у нас красивее как-то наши напоминают. Какие у них необычные костюмы, говорит этот гладиатор. Какие высокие сандалии. Я бы в таких, наверное, на арену не вышел. А ведь они в них еще и танцуют. Трудно в это поверить. Представь себе, если ты в Древнем Риме был бы, да, тут гладиаторы кругом. И вот ты бы вышел на арену, а тут Цезарь еще великий. Какой бы танец ты им показал? Свой, кавказский. И юные артисты не заставили себя долго ждать, вызвав восторг у зрителей. И такое оживление в центре Рима, которому позавидовал бы сам Джордж Буш, чей кортеж в это время проезжал мимо. Столько энергии, эмоций, удали, очарования было в этих танцах и самих исполнителях, что даже представители страны восходящего солнца не смогли устоять на месте. Обычно такие бесстрастные и осторожные японцы, позабыв обо всем, вышли в круг. Великолепно! Да где это видано? Когда такое было, чтобы лезгинку танцевали в центре Древнего Рима? Действительно, даже Древний Рим с его многовековой цивилизацией, завоевавший полмира, таким зрелищем до сих пор похвастаться не мог. И если власти Ингушетии хотели удивить видавших вида европейцев, то им это удалось. Представить подобным образом республику за рубежом способом вот такой народной дипломатии на языке высокого искусства танца, это, признавались итальянцы, дорогого стоит. Все хотят познакомиться, откуда мы, что мы, вот это все. И влюбляются, по-моему. Да, люблю, конечно, так красиво. Я стесняюсь. Хлеба и зрелищ требовал народ Древнего Рима. Сегодня ингуши были щедры на зрелище, а благодарные римляне на хлеб. Вернее, на традиционные итальянские блюда, которыми от души угощали юных танцоров. Хозяева небольшого отеля на берегу моря городка Санта-Маринелла, в котором остановились артисты, старались изо всех сил, чтобы угодить гостям. Еще бы, после таких выступлений силы нужно восстанавливать быстро, потому что не было ни одного дня, чтобы зори Ингушетии не демонстрировали свое искусство, будь то на сцене импровизированной или концертной. Они, как все дети, больше всего любят сладкое, особенно девочки. Но сегодня я им приготовила тушеную телятину. Ну а как к макаронам итальянским они относятся? Ну, знаете, не очень. Налегают больше на мясо, курицу, жареную картошку. И все же фирменными местными блюдами их баловали. Готовили, к примеру, вот такую маленькую пиццу в слоеном тесте или молодой сыр в кипящем масле. Очень славные ребята, общительные, доброжелательные, дружелюбные. Набегаются за день, когда есть свободное время, а вечером у телевизора сидят. Это тоже, я думаю, знакомство с Италией. И мы им рассказываем много о нашей стране, а они нам о своей. Принимать таких гостей для нас большая честь. Мы не ошиблись в своих ожиданиях. Это был наш первый опыт, и он вселил в нас энтузиазм, потому что Италия познакомилась с таким самобытным, высоким искусством. Мы просто замечательно провели время и подружились. Президент Ингушетии был у нас в гостях. Замечательный человек, который так много делает, чтобы о его республике знали в мире. В общем, это были незабываемые дни. Вообще итальянцев трудно чем-либо удивить, особенно в том, что касается моды.
Но по общему признанию, новая мода на женские купальные костюмы вполне могла бы прижиться на солнечном итальянском берегу. Пляжи Санта-Маринелло такого жизнерадостного десанта еще не видели. Кстати, этот небольшой приморский городок входит в регион Тускания, а центром региона является город Чивитавекья. Этот город был построен вместе с портом по инициативе императора Траяна в первом веке нашей эры. С тех пор это крупнейший порт Италии. Здесь сегодня находится один из самых мощных в Европе энергетических центров. О красоте же этого места свидетельствует тот факт, что сюда приезжал Леонардо да Винчи, чтобы сделать зарисовки на пленэре. А консулом здесь работал когда-то великий Стендаль. По приглашению местных властей сюда приехал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Его тепло встречал мэр города Чивитавекья Джованни Маскерини. В этом городе должно было состояться первое официальное выступление ингушского коллектива в рамках молодежного фестиваля в Италии. Но прежде знакомство с республикой и ее лидером в частной беседе. В неформальном общении люди лучше узнают друг друга. При этом чувство юмора ценится особо. Я иногда, когда смотрю по телевидению, вот, когда встречается и Владимир Владимирович Путин, и Берлускони, мне кажется, что Берлускони, он, наверное, больше ингуш, чем итальянец. Я знаю, Берлускони хотел бы и России править тоже, отвечает в шутку мэр. В общем, беседа проходила в теплой и дружеской обстановке. Вот все, что связано с Италией, у нас такое особое восхищение. Особенно любим Италию, и это, может быть, вот, по расстоянию мы далеко друг от друга, а вот как бы сердцем очень близки друг к другу. Но дело, как мы себя видим, как мы себя представляем, очень важно, чтобы мы чувствовали, что нас знают, и что мы часть такой общей европейской цивилизации. Цивилизация, которая обогащается многообразием культур. И фестиваль, который прошел под патронажем супруги президента России Светланы Медведевой, стал ярким тому подтверждением. Ну а итогом встречи в мэрии стало предложение итальянской стороны стать регионами-побратимами. Предложение было охотно принято. Мурат Зязиков вручил мэру солярный знак, символ Ингушетии, и подарок, который вызвал у главы города Чивитавекья неподдельный восторг. Тот, кто когда-нибудь надумает, или даже в мыслях у него будет обижать итальянский народ, российский народ, вот они должны знать, что у мэра города есть вот такое оружие. Оружие, которое без нужды лучше не вынимать, а без славы не вкладывать обратно в ножны, гласит народная мудрость. Общение с президентом было очень интересным, и я понял, что у нас много общего. Даже количество населения в наших регионах одинаково, около 500 тысяч. Мы говорили о наших городах и пришли к выводу, что нам было бы очень хорошо стать побратимами. И мы в этом очень сильно заинтересованы. Знаете, когда президент Ингушетии с таким энтузиазмом рассказывал о своем крае, людях, я понял, что это человек, который живет интересами своего народа. А когда он показал мне альбом с фотографиями края, я был потрясен красотой республики и тем, как она развивается. Я понял, как жизнелюбив этот народ, как сильны его традиции, почувствовал величие его культуры. Убедиться в этом воочию жители города смогли, побывав на концерте детского танцевального ансамбля «Зори Ингушетии». Из Санта-Маринелло, официальной резиденции коллектива, до Чивитавекьи, где должно было пройти выступление, на автобусе ехать меньше часа, но выезжали заранее, чтобы, как обычно, тщательно подготовиться к выходу на сцену. Знаменитый театр Траяна, один из самых крупных на побережье, первая сценическая площадка. Чтобы одинаково получилось, что ты решил, локоть очищен. Либо линии же баргушан, и линии, чтобы одинаково. Ты решил. Вообще, нынешний фестиваль «Молодая российская культура» в Италии уже 8-й по счету. За прошедшие годы он стал доброй традицией, завоевал аудиторию, приобрел многочисленных друзей. Но самобытные темпераментные танцы народов Кавказа здесь видят впервые. И именно они, как отмечали все местные средства массовой информации, придали фестивалю новое звучание, сделали Дни молодой российской культуры в Италии настоящим праздником. Чего ребятам это стоило, знают немногие.
Готовились по 2 вызова в день, сделали новые фонограммы, пошили новые костюмы, сделали новую постановку «Мы дети Кавказа». В эту постановку вошли танцы всего Кавказа, то есть как вы видели, Кабардино-Балкария, и Северная Осетия, и Дагестан, и Грузия. Ну, вот ребята подсказывают, весь Кавказ представлен в этом танце. Это своеобразная визитная карточка всего Северного Кавказа. Вот. Поэтому ребята постарались, и я думаю, что публика была довольна. Ну а в чем главный секрет успеха? Талант, мастерство, упорный труд? Конечно. Но еще и возможность ощутить себя частью огромной страны, которую ты представляешь. Страны, в которой национальная идея может быть реализована только многонациональным народом. В этом суть, философия и главная составляющая праздника, который без ингушского коллектива вряд ли имел бы такой успех. Я чувствовала себя патриотом. Мне радостно, когда часть моей страны интересна и представлена нашим юным поколением. Мир России, русский мир, он многонационален, это не мир русских. Это мир людей, которые даже говорят на разных языках, исповедуют разные религии. И, конечно, для понятия России очень важно понять ее многонациональную культуру. Понять, что она состоит из разных людей. Из людей, которых в то же время объединяет общая любовь к России, мечта о России, мечта о ее будущем. Я думаю, что большинство итальянцев даже не знают, где находится Ингушетия. Сегодня многие из них впервые об этом узнали. И это хорошо. И они поняли, что Россия – это не только танцы, песни русских, это и культуры, богатейшие культуры большого числа народов, которые населяют нашу страну, а их у нас больше 160 по переписи населения. И я уверен, что знакомство с культурой одного из наиболее интересных, самобытных народов Северного Кавказа будет способствовать и лучшему пониманию России. География выступлений ингушского коллектива была обширной. Рим, Санта-Маринелла, Чивитавекья, Санта-Севера. Замок Санта-Севера – исторический памятник. Он был возведен еще в XIV веке. Еще он носит название «Замок Рос». И потому выражение «Дети, цветы жизни» было во время выступления в замке детского хореографического ансамбля как нельзя кстати. Более 10 лет радует своим ярким творчеством этот коллектив. Основу репертуара составляют традиционные танцы народов Кавказа. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже не новички на международной сцене. Они завоевали награды многих зарубежных фестивалей. Слова приветствия от имени президента Ингушетии и благодарность за оказанный прием. Разрешите мне прежде всего от имени президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова, а также всего народа Ингушетии сердечно поприветствовать всех жителей прекрасной Чивитавекьи. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить организаторов фестиваля, Российский фонд культуры, а также представителей с итальянской стороны за теплый прием, за радушие, за ваше теплое отношение к нам. Огромное вам спасибо. И еще одно радостное событие произошло во время фестиваля. Бессменному руководителю детского ансамбля «Зори Ингушетии» Зурабу Джавахишвили было присвоено высокое звание заслуженного работника культуры России. Нам позвонил президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков и первым поздравил художественного руководителя детского ансамбля «Зори Ингушетии», который вы сегодня могли видеть, с присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Зураб Джавахишвили, просим вас подняться на сцену. Это действительно заслуженное признание. Это настоящий хореограф, балетмейстер.
Замечательный, хорошо сработанный творческий коллектив, достойное звено в цепи мероприятий нашего фестиваля. Мы покорены. Эти танцы близки к совершенству. Чем поразило меня это выступление, это искусство, культура совершенно не похожа на наши, но тем интереснее смотреть и наслаждаться. Все на одном дыхании. Поразительно, что таких высот мастерства достигли совсем юные ребята. Здорово, браво, молодцы. Мы счастливы, что «Зори Ингушетии» после триумфального выступления в Каннах, в Испании, сейчас имели такой же успех здесь, в Италии. Ребята, как всегда, были на высоте. Мы гордимся тем, что искусство в регионах всегда пленяет сердца в тех странах, куда мы вывозим наших ребят. Мы у себя в стране, мы должны сами себя еще полюбить. То есть, чтобы о нас знали в Европе, в мире, как о такой уникальной стране. Ну, тем более мы говорим о том, что уникальность нашей страны в том, что есть очень красивые регионы, где культура народов – это консолидирующий, объединяющий фактор. И мы в этом еще раз убедились. Вы посмотрите, как сегодня все представители всех стран в нашем посольстве бросили все свои дела, все моменты, когда они общались, они перешли туда, где выступал ингушский детский коллектив. Это очень здорово. Сегодня это настоящее, и в России очень большое будущее, когда есть вот такие регионы, как Ингушетия. А «Зори Ингушетии» озаряли своим искусством солнечную Италию, за что она им безмерно благодарна. Ингушский ансамбль стал поистине культурным послом современной России. Старый свет увидел юные привлекательные лица самой молодой республики Российской Федерации, увидел ее будущее. Ну а в будущем своего народа молодому поколению сомневаться не приходится. Потому что такое яркое и самобытное искусство может быть только в свободной и многонациональной стране.